والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Хадис в этой книге от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-мустаббани ма каля фа'аля аль-бади, ма лам я'тади аль-мазлум». Когда два человека ругаются, то грех ложится на того, кто начал, пока обиженный, угнетенный не перейдет границы. Это хадис достоверный, переданный, говорит Ибн Хаджар, ахраджаху Муслим, переданный имамом Муслимом. Итак, аль-мустаббани, то есть два человека ругаются, ругают друг друга. Что такое ругать друг друга? Сабб по-арабски. Это когда обращаются к какому-то человеку словами, которые не нравятся тому человеку. Аль-гиба, злословие, это что? Это когда говорят об отсутствующем, то, что ему не нравится. Вот отличие сабб, ругательство, от чего? Вот аль-гиба, от злословия. Гиба – это говорить плохое, то, что не нравится человеку в его отсутствии, а сабб – это говорить человеку то, что ему не нравится в глаза. Хорошо? Ругать его. Если два человека ругаются, бранят друг друга, один говорит: ты жадина, тот другой говорит: а ты фасик, ты нечестивец. Тот отвечает: а ты несправедливый беззаконник. Этот в ответ говорит: а ты такой-то, такой-то. Хорошо? Они ругают друг друга. Эти два мусульманина ругают друг друга. Честь которых друг для друга неприкосновенна. Ругают друг друга. На ком грех? Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: грех на том, кто начал первым. Хорошо? То есть тот отвечает ему. Да, он тоже его ругает в ответ. Он сам совершает это действие, ругая того. Но грех, хорошо? Его грех, то есть то, что он ругает, пишется не ему, а кому? Тому, кто первый начал. Хорошо? Сказано также дальше в хадисе: пока тот, который обижен, не перейдет границу. Хорошо? Почему пишется грех тому первому? Да потому что он причина. Второй, из-за чего сказал ему в ответ: а ты такой-то? Из-за чего? Из-за того, что тот обругал его первым. Он явился причиной, непосредственной причиной. Событие это, грех этот произошел непосредственно по причине чего? Того, что он начал ругаться, начал ругать это. Из-за его действия это причина здесь. Хорошо? А тот второй ведь он сейчас сказал это в отместку. Он вернул лишь тому то, что он совершил против него. Хорошо? Поэтому грех ложится что? На первого. Почему так? Потому что этот второй, он сделал что? То, что разрешил ему Аллах Субхану ва Тааля, на самом деле. Я не скажу, что он сделал лучшее. Хорошо, если бы он ничего не ответил в ответ, хорошо, и сказал: я не буду отвечать на то, что ты говоришь. Хорошо. Желая придерживаться вот такого высокого морального уровня, это было бы лучше. Но ответить тем же он имеет право или нет? Да, имеет право. Потому что Аллах Субхану ва Тааля дозволил ему это. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаман я'тада алейкум, фа'таду алейхи бимисли ма а'тада алейкум». Тот, кто приступает против вас, приступите против него подобным. То есть можешь, дозволяется тебе. Не самое лучшее это. Лучше, конечно же, что не делать этого в ответ. Хорошо? Но разрешает Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому этот второй сделал то, что ему дозволяется. Хорошо? А первый, он, во-первых, сам обругал, во-вторых, стал причиной того, что из уст второго посыпались эти слова в ответ ему. Значит, грех ложится что? На него, потому что он причина. Это наподобие другого хадиса. Смотрите, пророк алейхиссалату вассалам говорит: «Ля'ана Аллаху ман ля'ана валидей». Проклял Аллах того, кто проклял своих родителей. Хорошо? Люди сказали: каким образом человек может проклинать
своих родителей, мать или отца, такого не может быть. Да, сказали люди. Пророк алейхиссалату вассалам сказал, что он обругал отца какого-то человека, тот в ответ, что обругал его отца. Он обругал мать какого-то человека, тот в ответ обругал его мать. То есть он стал что? Причиной. Хорошо? Он стал причиной. Так и здесь. Он причина. Это очень важно, запомните это. Он стал причиной. Непосредственной причиной, на которой строится все дальнейшее. Сказано, «Малям ятадиль мазлум», если только обиженный, которого обидели, которого притеснили, если он не перейдет грань. Хорошо? Его грех, пока он отвечал на ругательство того человека, грех писался кому? Первому. Но как только он перешел грань, хорошо, грех стал писаться и ему также. Грех стал писаться и ему также. Хорошо? Почему? Потому что здесь он допустил удван, то есть перешел за границы того, что установил Аллах Субхану ва Тааля. То есть мубах, дозволенное, он нарушил в данном случае. Какие выводы из этого хадиса? Мусульмане не должны допускать подобных действий, чтобы ругать друг друга, перекидываться какими-то обидными словами. Даже если кто-то ругает тебя, говорит что-то тебе, что тебе не нравится, лучше ты можешь ответить ему «да», и у тебя есть силы на это. Поэтому ты лучше объясни ему, что да, конечно, ты можешь сказать ему в ответ тоже подобные слова, обидные, но ты не будешь делать этого, потому что это чище, это лучше. Поэтому пророк алейхиссалату вассалам сказал о постящемся человеке, что если кто-то ругает его, то что ему нужно сказать? «Инни саим», поистине я пощусь, я пощусь. То есть я не молчу, потому что я не могу сказать. Потому что если просто человек смолчит, возможно, тот, кто начал его ругать, он подумает, что это слабый человек. Он просто вот такой забитый, слабый, он не способен ничего сказать в ответ. Хорошо? И это еще прибавит ему чего? Прибавит ему надменности, дерзости, желание дальше притеснять и обижать этого человека. Но пророк ﷺ говорит: скажи инни саим, поистине я пощусь. То есть, да, конечно, я могу тебе ответить. Есть у меня на это силы и возможность, но я пощусь. Так и здесь тоже. Лучше объединить, что вот эти вот два похвальных действия. Во-первых, ты показываешь человеку, что ты в силах ответить ему. А во-вторых, ты показываешь ему, что? Свой высокий нравственный уровень и свое терпение. Что ты ради Аллаха Субхану ва Тааля оставляешь это и не делаешь это. Другой вот из этого хадиса: человек, который стал причиной чего-то, непосредственной причиной, на которой строится все дальнейшее, на нем грех того, кто сделал это непосредственно. Вот это вот правило. Откуда? Макаля фа'аля аль-бади. Сказано, что они скажут в процессе вот этого вот переругивания, это будет на ком? На начавшем сказано. Начавший, да, он свои слова сказал, но те другие же, говорит второй. Но все равно он причина, на его действие все остальное построено, поэтому грех пишется ему. Отсюда братья ученые делают большие выводы, очень важные выводы, что если какое-то непосредственное действие, непосредственное, совершенное кем-то действие, строится полностью на причине, эта причина, она толкнула и вынудила сделать это действие, заставила сделать это действие, то баман, ответственность ложится на кого? На того, кто явился этой причиной. Это очень правильно. Хорошо? Это важное правило на самом деле. Мы с вами уже говорили о нем недавно. Если судья принял решение о казни какого-то человека на основании свидетельства двух свидетелей, то есть эти два человека, два свидетеля, которые внешне, да, они люди добросовестные, добропорядочные,
Не увлечены они в каком-то фиске, в каком-то нечестии и так далее. И эти два человека засвидетельствовали перед судьей о ком-то третьем, что он совершил какое-то деяние, которое требует по шариату наказания смертной казнью. И судья вынес это решение, потому что у него есть свидетели. Хорошо? И потом люди, которые по поручению судьи выполнили эту казнь, хорошо, они сделали это по приказу судьи. Хорошо? Смотрите, цепочка. Эти два свидетеля, они стали причиной казни. Люди, которым поручил судья, они выполнили эту казнь. Судья принял решение о казни. Почему? Потому что два свидетеля засвидетельствовали. Затем эти два человека сознались и сказали, через какое-то время, они сказали, на самом деле этот человек ничего такого не делал, это мы просто не знали, как с ним расправиться, непосредственно его убивать мы не могли. Поэтому мы вот прибегли вот к такой хитрости. Хорошо? Мы сказали о нем то-то и то-то. Что теперь? Что теперь? Принимается решение о казни этих двух. Ответственность ложится на кого? На вот этих вот двух. Кто-то скажет, ну это кади принял решение о смертной казни, поэтому ответственность должен понести кади, судья. Мы скажем, судья сделал то, что он должен был сделать. Хорошо? Было доказательство, были два свидетеля, и он сделал то, что должен был сделать. Хорошо? Поэтому да, непосредственно действие совершил кто? Он. Но ответственность должен нести кто? Ответственность должен нести кто? Тот, кто стал причиной. Теперь люди, которые по поручению судьи сделали это, осуществили эту казнь, то есть те, которые занесли меч, или которые расстреляли этого человека, застрелили его, они непосредственно убили его. Может быть, ответственность должны нести они? Нет, они выполнили то, что им разрешается, более того, то, что они обязаны были сделать. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Атиу Аллаха ва атиу Расуль ва улиль амри минкум», подчиняйтесь Аллаху, его посланнику и обладателям власти среди вас. Хорошо, кади принял решение, справедливо принял его. Справедливо в том плане, что так, как это полагается, принял он его. Эти люди обязаны были выполнить приказ судьи. Поэтому ученые говорят, если вот так двое засвидетельствовали против третьего о том, что вынуждает судью принять решение о смертной казни, а потом они отказываются от своих слов, то тогда казнятся вот эти вот два свидетеля. Итак, это важное правило. Если какое-то непосредственное действие строится на причине, тогда ответственность несет кто? Тот, кто вызвал эту причину. Вообще же ответственность несет кто? Вообще несет ответственность тот, кто непосредственно совершает какое-то действие, хорошо, а не кто-то другой. Таково правило, хорошо. Тот, кто убил, тот несет ответственность. Кто убил, тот потом что? По требованию родственников казнится. И так далее. Но здесь есть исключение. Непосредственно совершивший несет ответственность в том случае, когда он может нести ответственность. Если он не может нести ответственность, ответственность переносится на кого? На того, кто был причиной. Пример этого. Человек толкнул другого человека в клетку со львом. И лев разорвал того. На кого возлагается ответственность? На льва? Нет, потому что лев не может нести ответственности за свои действия. Значит, на кого? На того, кто явился причиной. Это исключение. И второе исключение, это то, о чем мы с вами говорим здесь, при разборе этого хадиса. Это когда непосредственное действие полностью строится на чем? На причине. Эта причина, она вынуждает к этому непосредственному действию. Как здесь кади принял решение о казни, потому что он вынужден был. Его люди казнили, да, они вынуждены были это сделать. Несет ответственность кто? Те, которые стали причиной. Посмотрите, этот хадис, какие нам выводы позволяет сделать. Хорошо, хадис, что если двое ругаются, то то, что они скажут, все это ложится на кого? На того, кто начал. Хорошо? До тех пор, пока мазлюм, то есть обиженный, кого обругали, хорошо, пока он не перейдет границы, установленные Аллахом Субхану ва Тааля. Хорошо. Если какой-то человек выкопал яму или колодец, и люди встали, стоят и смотрят, хорошо, в эту яму или в этот колодец.
Пришел какой-то человек сзади и толкнул кого-то в этот колодец. И он упал туда и убился. На ком ответственность? Толкнул. А? Правило мы сказали с вами какое, что ответственность несет тот, кто непосредственно совершает какое-то действие. Хорошо? Если только, исключение какое мы сказали с вами? Первое, это не может нести ответственность, как лев, например. Или его непосредственное действие полностью строится на причине. Причина вынуждает к этому действию. Кто-то скажет, а почему не несет ответственность тот, который выкопал? Ведь если бы он не выкопал эту яму, этот колодец, то тот, толкнув этого человека, совершил бы только что тот упал бы, и все на землю, упал бы и не убился. А он выкопал сейчас колодец, и убился этот человек. Мы скажем нет. Хорошо? Это приблизительно так же, как толкнуть в реку. То же самое и здесь. Поэтому, братья, говорят ученые о том, и Шейх Усаймин очень часто говорит о том, и наши уляма говорят о том, что талибуль илм – это не тот, кто беспорядочно собирает какие-то сведения оттуда, отсюда, вопросы оттуда, там чего-то вычитал, тут чего-то хорошо услышал, и нагромождаются у него сведения друг на друга. Это не талибуль илм. Талибуль илм – это тот, кто изучает религию последовательно, хорошо, и в нем утверждаются и устанавливаются правила, нормы, правила религии, хорошо, правила ильма. Это уже правило, оно уже имеет что? Разветвление, которое подпадает под это общее правило. Вот это талибуль ильм. Хорошо, правило, оно включает в себя уже отдельные вопросы, отдельные что? Какие-то подробности. Кто-то скажет, какое отношение имеет этот хадис к нашей главе. А глава она о чем? О недопустимости плохих нравственных качеств. Мы скажем, предостережение от чего? От того, чтобы первым ругаться. Обругать кого-то первым. Предостережение от того, чтобы ругаться верующим друг с другом. Из выводов, которые есть в этом хадисе, это мудрость Аллаха Субхану ва Тааля, который устанавливает воздаяние справедливое. Мудрость и справедливость Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? Этот человек стал причиной, Аллах Субхану ва Тааля делает так, что грех ложится на него. Но опять же, смотрите, до какого момента, пока тот второй не перейдет границы, установленные Аллахом Субхану ва Тааля. Аль-джаза мин джинсиль амаль. Деяние, оно подобно воздаянию. Теперь смотрите, здесь два варианта возможны понимания на самом деле. Первый вариант. Грех ложится на первого, начавшего сказано, пока обиженный не перейдет границу. Два варианта. Теперь, если он перешел границу, ложится ли на него грех лишь за то, в чем он перешел границу, или вообще теперь грех за ругательство, за все его ругательства ложится на него, а на первого нет? Хадис можно понять и так, и так. Хорошо? Грех на первом, пока второй что? Не перейдет грань, сказано. Здесь есть разница. Если он перейдет грань, означает ли это, что все равно грех за те ругательства, на которые имел право второй, все равно ложится на первого, а на этого второго ложится только грех за то, в чем он перешел грань? Хорошо? Или вообще теперь грех, первому пишется только его грех, а второму пишется все, что он сказал. Два понимания, и оба они возможны. Хорошо? Очевидно, хадис указывает на что вообще теперь, поскольку он перешел грань, воздаяние его будет что весь грех будет писаться ему. Первому будет писаться то, что он сказал, второму будет писаться все, что он сказал. Это очевидный смысл хадиса. Хорошо? Но возможно также, что поскольку некоторые вещи он сказал то, что было ему дозволено в ответ на первому, поэтому грех за это будет писаться первому, а второму будет писаться только за то, в чем он перешел грани. И то, и другое возможно. Хорошо? Но очевидно все-таки, что? Очевидно то, что мы сказали в начале. Потому что Пророк ﷺ говорит, до тех пор, пока обиженный не перейдет грань. То есть, как он перешел грань, все. Вот это вот рухса, вот это дозволение от Аллаха Субхану ва Тааля, которое было ему, хорошо, он его потерял уже. Он перешел грань. Вот это облегчение от Аллаха. Облегчение, что грех ему не писался, потому что он делал то, что ему было дозволено. Это облегчение все снято с него.
Все, теперь ему пишется грех. Что было понятно. Человек сказал другому: ты фасик. Хорошо? Тот в ответ ему сказал: ты фасик и кафир. Перешел он границу или нет? Конечно, перешел. Обвинил его не только в фисхе, в нечестии, еще обвинил его в куфре. Вопрос. После этого пишется ли грех и за его слова, сказанные в ответ первому фасих, и за его слова кафир на него? Хорошо. Или грех за его слово фасик пишется первому, потому что он начал, а этому пишется грех только за его слово кафир. Хорошо. Да, многие говорят о том, что именно за то, в чем он перешел грань, это пишется ему. Хорошо. Но, как мы сказали, очевидно, захируль хадис, он указывает на то, что вообще теперь все, что он говорит, пишется ему. Наподобие этого хадис. 5 намазов, помните этот хадис? Джума до джума, 5 намазов джума до джума, Рамадан до Рамадана искупает что? Грехи, которые совершены между ними. Сказано: маджтуни батиль кабаир. Если человек остерегается больших грехов. И здесь у уляма у них есть два мнения. Первое мнение, что эти благие деяния искупают малые прегрешения при условии, если человек не совершает большие грехи. Если он начал совершать большие грехи, все, не искупают уже эти намазы, эти посты, не искупают что? Не искупают вообще его прегрешения. Другие уляма говорят, это большинство, они говорят: нет, не искупаются большие грехи, но малые что? Искупаются. Как бы то ни было, то, что мы сказали в отношении этого хадиса, и его очевидное понимание заставляет нас бояться того, чтобы переходить грань, установленную Аллахом Субхану ва Тааля здесь. Это что касается данного хадиса.